показать, что ли, в каком я нахожусь месте. Ну, понятно, что это как прачечная, короче. Но самое главное, посмотрите интерьер какой. Кто сначала будет смотреть стрим. Вот, смотрите. Ну, вот здесь вот, да, получается у нас обычная, ну, не совсем, конечно, обычная, прачечная. Ваша Enjoy называется она, по-моему. Ваша Enjoy. Здесь вот можно сделать кофе, получается. Так, выберем English. Hot, cold. Ну что, hot есть. О, даже hot chocolate latte. О, блин, надо было взять всего 2500. Блин, нормально. Просто я сейчас уже как бы это не хочу. Блин, тем более, что тут такая жара. И вот, смотрите, какая комната ожидания здесь есть. Инде лугат, кофе, халум лугат. Короче, вот смотрите, какое красивое место. Даже не скажешь, что это, блин, прачечная, да? Вообще, все по-людски. Даже прачечные нормально делают. Так, ладно, переключаем мы фон, ждем зрителей и начинаем диалог, стрим. Так, удобно здесь держать. Сюда все-таки сяду. За урхты, лайки, ты, подписка, ты, комментарий, ты, и они улеживает. Решил совместить два дела. Что там за история? Сейчас, минуточку. 1 minute. Что здесь? Ну ладно, не, все нормально вроде. Так, что, все спят или что? Что вообще случилось, что произошло? Где все зрители? Сегодня такая, как сказать, важная тема для разговора. И, как назло, что-то подписчики все куда-то то ли спят, то ли что. То ли у меня в теневом бане нахожусь. Ну, я еще днем заметил, когда на море был, что что-то народу мало совсем. Видимо, короче, в теневом бане я нахожусь. Эти опять нажаловались нам, еще что-то. И так я на самом деле снизил свою активность очень сильно. Ну, на самом деле по объективным причинам. Просто-напросто у меня с временем туговато. Здесь в Корее, вот, ребят, реально, с временем тяжело, конечно, со временем. Да, конечно, хорошая страна, много возможностей, но темп очень бешеный. Блин, молодые корейцы, по-моему, просто, как сказать, ну, крутятся, короче, как белки в колесе, реально, я так думаю. Ну и при этом, на самом деле, все-таки много возможностей в Корее, конечно. Самое интересное, что для иностранцев, по сути, многие требования снижены. Даже, оказывается, экзамены иностранные студенты сдают, ну, проще им сдавать. То есть не так сильно требуют, как с местных, с корейцев. Такие вот дела. Ну, то есть такое отношение, типа, ну это же иностранец. Типа такого. Ну, что сказать, страна на подъеме. Есть, конечно, проблемы именно с работягами, с рабочими кадрами, так скажем, в этой отрасли, где там стройка, заводы, все такое. А все остальное это вообще на уровне, конечно. Как-то так. Видимо, что там вчера, как дела, что-то мало народа. Да, народу совсем мало, не знаю, что-то я, видимо, в каком-то этом,
в теневом бане я или что-то такое. Надеюсь, хорошо вообще меня слышно. В принципе, можно... Нет, на улице, наверное, не очень будет нясь, потому что там это... Света такого не будет. Здесь еще свет хороший для съемки, на самом деле. Ну-ка, в то кресло сидишь, что ли? О, сейчас я вам покажу прикол, блин. А, не покажет. Ну ладно. Потом, когда фон уберу, слышно и видно. Ну ладно, отлично. Отлично. Чуть-чуть давайте все-таки подождем, пока обсудим какие-то другие новости, так скажем. Ну что, оказывается, с Байкалом решаться будет в следующем году, до марта, поэтому времени на самом деле пока хватает. Различные еще, сколько я видео сниму, различные устрою акции, мероприятия. Буду, короче, как можно больше эту информацию распространять, работать над этим. Все равно тема Байкала волнует вообще всех на самом деле на этой планете, потому что там сколько, 23%, по-моему, мировых запасов пресной воды. И это, представляете, вот на нашей территории этнической Бурятия, ну, Бурят-Монголия. Конечно, знаете, вот это вот то, что Рашка так, не знаю, у меня, знаете, как-то даже слов нету, что это такая бездарная страна вообще, на самом деле. В том деле, что в том плане, что так природные ресурсы таким образом она, как это сказать-то, губит, уничтожает. Тут еще, кстати, я говорил, нет об этом. Я недавно узнал предысторию этого шамана Габышева Александра, который пошел изгонять демона Путина, изгонять, короче. И, в общем, как звучало, ну, то есть, я, как сказать, сильно, я вот понял одно его, как бы, действие, главный месседж, да, что он пошел изгонять демона, но там еще, оказывается, предыстория была, то, что, как сказать, как он трактовал свою позицию, шаман Александр Габышев, что вот есть три мира, да, нижний, где живут демоны, средний, где живут люди, где мы живем, ну и верхний мир, да, где вот боги живут. Ну, получается, по его таким, ну, как он говорит, что это шаманские. Я просто сильно, на самом деле, вот в этих шаманских именно делах не разбираюсь. Ну, в общем, его теория такая была. И что вот Путин выбрался из ада и, как сказать, ну, воссел там на престоле в Рашке и уничтожит, в общем, всю планету. Поэтому его надо, как сказать, изгнать, назад его в преисподнюю изгнать. Такие вот дела. И поэтому, как сказать, поэтому Путин так сильно испугался этого всего, и не Путин, и посадил шамана в этот дурдом, в дурку. Такие вот дела. Ну, в принципе, то, что они так относятся к водоемам, к вообще природе, как будто бы, знаете, логика в этом есть на самом деле. Почему они уничтожают моря, да? Это же, как сказать, кажется, как будто бы какая-то череда каких-то несчастных случаев, да, что-то такое, но результат-то все равно. Черное море, да, что вот там, ну, как сказать, невозможно там теперь нормально, ну, загадили, короче, море черное. Аральское море. Вообще с водоемами у Рашки проблемы какие-то, постоянно они, так сказать, уничтожают их. Сэмбай, Сэмбайна. Салам алейкум из Казахстана.
Самбина, Казахстан. Ну ладно, несмотря на то, что зрителей мало, что делать, потом люди в записи посмотрят. Просто стрим важный, придется, видимо, 2 раза проводить на подобную тему. Что я сегодня хотел поговорить? Смотрите, в Украине сейчас очень так ярко, скажем, освещается деятельность бывших, как сказать, сторонников Украины. Это Латынина и Арестович, которые с течением времени перешли на другую сторону, на рашкинскую сторону, на сторону зла. Не знаю, по каким причинам. Скорее всего, это и были агенты влияния. То есть они до поры до времени притворялись такими вот ребятами, которые за Украину. Но потом команда пришла, и все, они перекрасились. Я в этом стриме как раз-таки тоже хотел осветить, что у нас на самом деле среди бурят тоже есть свои Латынины, свои Арестовичи. То есть те люди, которые сперва они были якобы антивоенно настроены. Ну да, они, конечно, не поддерживали, наверное, Украину, просто были против войны. Ну, это как бы, получается, поддержка тоже, да. Но потом с течением времени что-то они переменили свою позицию. И теперь уже, ну, возможно, не поддерживают, да, в открытую, но, по крайней мере, они не осуждают войну, как-то об этой теме предпочитают вообще не высказываться. Ну и самый яркий, конечно, пример – это вот Александр Шабагоров, который был здесь, в Южной Корее, достаточно активно здесь вел свой блог, рассказывал о Корее, затем начал… Нет, начнем, вообще с самого начала начнем, да, как бы его предысторию. То есть жил парень в Москве, я не знаю, чем он там занимался, но на тот момент, я так понял, у него не очень большая аудитория была в Инстаграме и в Ютубе. Но затем, когда началась война, он, как и многие наши буряты, покинул Рашку, то есть он из Москвы поехал в Грузию. Из Грузии потом прилетел почему-то в Южную Корею. Это интересная тоже история, почему именно Южная Корея. Ну ладно, потом я вам немножко поведаю об этом. Ладно, дальше рассказываю. В общем, приехал он сюда, затем связался с… ну как, я думаю, там, знаете, случайных людей во Фри-Бурятии нет, в этой организации. С Фри-Бурятией начал он сотрудничать, которая, напомню, это дочерняя организация Free Russia. То есть в ней во главе состоит один из, как бы сказать, основателей, учредителей, как назвать их, организаторов, в общем. Главных лиц это наша бурятская женщина, как Наталья, по-моему, Арно. Я, забыл имя ее. Арно, фамилию помню. Фамилию, да, помню. Ну, то есть она замужем за видным деятелем, конгрессменом, по-моему, даже, с США, Майклом Арно, который в 90-е годы активно сотрудничал с всеми нынешними, как сказать, сильными мира сего, да, сильными мира Рашки, то есть там с Путиным, ну, со всеми этими, в общем, ребятами. Фамилии я просто это, как сказать, могу путать фамилии. Короче, он со всеми этими Сечиными, Бортниковыми, короче, со всеми этими ребятами он тусовался в 90-е годы. Сам он, как сказать, может быть, агент ЦРУ, я не знаю кто. Ну, одним словом, он какой-то непростой тип, это точно. Ну, также он в демократической партии состоит. Короче, вот это вот Наталья Арно, по-моему, да? Что видите, у меня что-то с именами сегодня вообще плохо. Наша бурятка, которая была раньше Будаева в девичестве, сейчас она Арно стала по мужу. Также у нее есть сын Владимир Будаев, тоже в Фри-Бурятии он. И у них вообще большая ветка, то есть там Фри-Якутия, что там Новая Тува, ну, много таких организаций дочерних. И я так полагаю, они все, получается, выступают за
ну, якобы настоящую федерализацию и так далее. Ну, вообще сама организация, сейчас я вот от частного к общему пойду. Смотрите, вот во Free Бурятии обычно, необычно, это так заведено, простые люди, о них никакой информации там не всплывает. То есть все, кто в Free Бурятии печатаются, публикуются, это все люди согласованные. Почему не прав-то? Слушайте до конца просто. Сейчас я вам все расскажу. Ребята согласованные. Я это еще заметил, когда был в Монголии. Потому что смотрите, какая ситуация была. Вы вообще, вот кто пишет не прав, сперва посмотрите, есть интервью Майкла Арно, когда он рассказывает, как он был в 90-х, нулевых годах в Рашке, разговаривал, общался там с Путиным, со всеми этими ребятами. Просто маленько хотя бы посмотрите, почитайте. Free Russia, только Free Бурятия, Free Якутия, ты от них не заработала. Ну может быть, не, по-моему, Free Тува тоже там была, или как новая Тува. Ну, просто смотрите, других организаций на самом деле и нет. Ладно, дальше рассказываю. Вообще рекомендую ознакомиться. Вот Майкл Арно просто наберите в интернете, и там будет интервью, где он рассказывает про связи с Путиным, со всеми этими ребятами. Ладно, идем дальше. Смотрите, во Free Бурятии простые какие-то люди, не согласованные, я так понимаю, с конторой, ну, с главной организацией Free Russia, не печатаются, не публикуются. Просто я еще в Монголии это заметил. В Монголии были ребята из правительства Бурятии, которые, когда началась война, они убежали в США через Мексику, и они останавливались в Монголии, и они запомнились тем в Монголии, что они сами буряты, то, что они, получается, высказались негативно о монголах, гражданах Монголии, и, ну, как-то назвали Монголию какой-то не очень красивой страной и так далее. Кара-Мурза во Free Russia, вице-президент, еще нас оскорбляет. Ну да, я же говорю, вот эти вот все ребята. То есть смотрите, как Free Бурятия, дочка Free Russia, может быть за, ну как сказать, отстаивать наши интересы, если там всякие Кара-Мурза, там кто там, Милов, этот Ходорковский, который говорил, что будет чеченцев убивать, если они захотят опять отделиться. Захотят независимость проявить. Но с Ходорковским какие-то интересные вещи происходят. То есть они понимают, что интерес, ну не то, что интерес уже, огромное желание наконец-то обрести независимость у всех наших народов, и они даже стали сами какие-то публиковать материалы. Допустим, вот этого парня Сахания публиковали, этого Нюргуна, у себя. Ну, с его очень жесткими высказываниями, под то, что он там в рот кое-что делал, русский язык и так далее. Ну, короче, то, что русскому народу явно не понравится. Ладно. Идем дальше. Короче, вот эти вот ребята из правительства, для меня еще тогда была загадка. Я им даже написал в эту Free Бурятию. Я говорю, вы кого публикуете у себя? Вы вообще в курсе, как они высказывались про монголов? Ну, про Монголию, да, они говорили, что это какая-то типа отсталая страна и так далее. Там. Ну, короче, это было очень странно сбежать от мобилизации в Монголию и о монголах плохо высказываться. И затем их еще публикуют во Free Бурятии. Я еще тогда понял, что-то, то есть уже сделал вывод, что-то с Free Бурятией вообще не то, что-то, какая-то организация какая-то галимая. Ну и потом они еще, Гарможапова сфоталась с Ходорковским. Ну тогда стало все понятно вообще, очевидно. Ну и то, что они, это дочка Free Russia, то есть все стало ясно. Ладно, возвращаемся к нашему этому, как его,
Шабагурову. Вот этот парень, мы уже поняли, что во Фри Бурятии случайные люди не публикуются, там согласованные люди, да. Получается, Шабагуров изначально был согласованной фигурой, то есть это был агент влияния изначально. То есть смотрите, какой механизм. Фри Бурятия, как и Фри Раша, это получается такое как бы рассадник вот этих вот всех агентов влияния, которые устраивают им, как бы сказать, алиби, что ли, что это еще, ну, что-то поддержку кейса. И при этом еще, я так полагаю, они сотрудничают с ФСБ. Их типа фиктивно внесли в список экстремистов, террористов, для того, чтобы у людей не возникало проблем с кейсами. То есть вот эти все согласованные ребята. То есть смотрите, какая схема. Создается организация некая, Free Russia, да, ну, где там Майкл Арно, получается, жена бурятка, Владимир Будаев, этот сын, который тоже незадолго приезжал сюда, в Корею, я тоже эту информацию знаю. Ну, они, видимо, встречались здесь с этим Шабагуровым. Создается такая организация, которая обеспечивает, как бы сказать, прикрытие, да, что вот есть такая организация Фри Бурятия, которая берет на себя вот эту вот такую роль, кейсы, да, короче, они организуют людям. Ну, то есть люди в любую могут страну обратиться, попросить политическое убежище, и им предоставят, потому что вот якобы они, как сказать, борются, ну, не за независимость, просто за права там и так далее. Но смотрите, какой очень мощный прокол, да, с Шабагуровым произошел. Почему я вот сейчас так это все уверенно говорю уже? Ну, я и до этого, конечно, в Фри Бурятии там проезжался конкретно, но сейчас Арно, еще Дель Понте, обе засланные казачки КГБ. Так, сейчас я дальше продолжу свою мысль. Смотрите, как Шабагуров, который опубликовался в этой Фри Бурятии, который признан экстремистской организацией, который высказался против войны, то есть он уже минимум себе схватил эту статью по дискредитации армии, мог вернуться в Бурятию и, как ни в чем не бывало, ну, в Иркутскую область, ну, неважно, этническая Бурятия, вернулся в Бурятию, как ни в чем не бывало, там ездит какой-то Сурхарбан снимает, ну, что-то какой-то бред. Знаете, это такой... Почему я тоже не могу промолчать? Все молчат, но я не могу промолчать. Смотрите, это же такой плевок в лицо в обе стороны, да, в сторону ватников, кто за Рашку воюет, да, потому что, смотрите, чувак, который дискредитировал их армию рашкинскую, да, оркскую. Ну ладно, сейчас я вот этих бурятских матерях плохо говорить не буду. Так уж вышло, так получилось, что, я не знаю, специально они добровольно, не добровольно, но их сыновья ушли на войну, погибли там, вернулись грузом 200, и вот, как сказать, ну, представим, что да, вот они как бы искренне Рашку поддерживают в этой войне. И чувак, который высказывался против войны, получается, их дискредитировал, их как бы оскорбил, спокойно приезжает в Бурятию, ну, в этническую Бурятию, в Иркутскую область, и спокойно там разгуливает, как ни в чем не бывало. И вообще ничего с ним не происходит. Хотя он, получается, смотрите, дискредитировал. Это плевок в сторону вот этих всех женщин, матерей бурятских, которые, ну, как бы искренне поддерживают. Я понимаю, что пройдет время, они узнают всю правду. Это сложно будет им принять, но я думаю, они раскаются во всей этой ситуации. Ну как, здесь другого варианта просто и нет. Ну, как сказать, наши буряты, к сожалению, пошли в роли оккупантов туда. Это надо признать. Но и плевок это не только в их сторону, да, но и в нашу сторону тоже, тех, кто за независимость, кто как бы, ну, по-настоящему против войны, поддерживает Украину, за независимость всех наших республик. Это чувак, который, как бы сказать, сперва типа нас поддержал, да, сказал, вот, типа, я тоже против войны, я с вами там, да, все такое. Ну ладно, он там за независимость ничего не говорил, ну хотя бы он был против войны, да.
и потом бац, ни с того ни с сего срывается туда, в Бурятию, в этническую, и как ни в чем не бывало, ходит там, что-то снимает. Как сказать, что это он взял и... еще он до этого же топил за русский мир, снимал всякие ролики. Получается, как сказать, одним действием этот тип, сейчас я тут вытаскиваю свои вещички, взял и, как сказать, так, это что вообще такое? Что-то не то, походу. Нет, нормально. Одним, как бы сказать, действием взял и всех нас это... Как это сказать-то? Ну, короче, нехороший поступок совершил, одним словом. Плюнул на нас всех вообще, на обе стороны. И смотрите, это о чем говорит-то? Получается, наш бурятский народ вот так вот можно... Какой-то тип может... Так. Все, да? Наш бурятский народ вот так вот может, как сказать, ну, относиться к нам, я не знаю. Ну, как-то это, короче, несерьезно, смотрите, согласитесь, да? Так он в Америке снимал, не приезжал. Не в Америке, кто снимал Сурхарбан. Не, это не Америка, Южная Корея. Я про Южную Корею же говорю. В Корее все происходило. Ну, смотрите, сперва он, как бы сказать, против войны, публикуется еще в этой экстремистской организации. Шабагоров Александр про него сейчас рассказывает. Да, все верно. Публикуется в экстремистской организации. Но он вообще на свободе не может находиться. Он, во-первых, что должно быть с ним сейчас, да, когда он приехал в Бурятию? Он же должен, как сказать, как Киркоров, как вот эти все ребята, там, Ивлеева, да, искренне раскаиваться, просить там прощения, сказать, что вот он, надеть свитер и говорить, что всякое бывает, типа, вошел не в ту дверь, поехать поддерживать, типа, их мальчиков, да, там, куда в Донецк или еще что-то, сказать, что вот он, типа, не знал, а сейчас он, типа, все понял. Ну, то есть он должен целый обряд произвести, потом его все равно должны оштрафовать. Ну, короче, что-то какая-то вообще у него там, какая-то такая жесткая пресс, короче, должен быть, его, прессовать его должны как минимум. А по-хорошему, ну, то есть не по-хорошему, конечно, а по сути-то, то, что, как сказать, он в экстремистской организации, ну, по их понятиям, рашкинским, как сказать, засветил свое лицо там, его вообще должны лет на 20 или сколько там сейчас дают экстремистам всем. Ну, короче, это вообще какая-то... Ну, так не бывает, короче, я вам так скажу. Это получается, я говорю, он плюнул в обе стороны. И как бы в нашу сторону, да. Я, правда, не знаю, кто... Ну, я знаю, что мои подписчики, да, вот кто канал смотрит, вот наблюдает за мной, да, за моими действиями, поддерживает меня, да. Это вот мы точно с вами, да. А вот другие, я не знаю, короче, кто действительно сейчас за независимость. Вот смотрите, вот что происходит. Фри Бурятия, ну, как бы вот, они же тоже должны были выступить и сказать, как этот нехороший человек, Шабагоров, как он так поступил, почему он, как бы сказать, отказался, да, он, как это, не оправдал высокого доверия, оказанного ему партией и народом, да. Ну, что-то такое, да, то есть Фри Бурятия тоже должны были его срочно удалить, что-то там сделать, и они тоже сидят, молчат, да, и вообще у них, ну, учитывая все их, как бы, действия, вообще очень неоднозначное, конечно, как сказать, реноме их, фотки с Ходорковским, вот этот вот Арно, который рассказывает, что там с Путиным что-то встречался, этот Будаев, который сюда приезжал и какие-то указания давал здесь, ну и, видимо, встречался в том числе и Шабагором, я не знаю еще, с кем он встречался. То есть, смотрите, это вот так вот и действует вот этот вот институт этих
агентов влияния. Один в Америке сидит, да, этот БНД, у которого, кстати, удалили, помните, на него компромат был в Ютубе. Я вот, к сожалению, видите, я не мент, не спецслужбист, не записал, короче, то есть я почему-то был уверен, что YouTube канал, где вот, короче, он, смотрите, признавался в том, что людей пытал, там, признавался то, что он этот, как сказать, нетрадиционной ориентации и так далее. Ну ладно, это не важно, какая ориентация, это пофигу. Но главное это то, что он там признавался, то, что он людей избивал, то, что он о чеченцах плохо высказывался. И это кто-то его стримы в Инстаграме записал и в YouTube выложил. И вот, как сказать, я видел этот канал, ну, многие, я думаю, видели. А недавно этот канал взяли и удалили. Прикиньте, какие возможности у спецслужбы, у ФСБ. Они взяли и удалили канал. Охренеть. Я думал, YouTube канал заблокировать это очень тяжело. Но если надо, оказывается, прикрыть своего агента, даже на это они пойдут. Такие вот дела. А я вот тоже взял и не догадался. Я надеюсь, те люди, которые выкладывали, они заново создадут новый канал и выложат это видео. Потому что это, как бы сказать, ну, это важное доказательство, получается. Ему, по идее, вообще не должны никакое политическое убежище одобрить. Ну, как это, блин, человек, который людей пытал, который признается еще все это. По-моему, у меня в стримах я вот так вот показывал с другого телефона. Ну, ладно, это не важно. Короче, контора, видите, она не сразу, но постепенно, но она работает. И вот с Шибагоровым, если вот мы подумаем, да, ну, очевидно, что простой человек, вот смотрите, вот, как это вообще, как вы это себе представляете, человек, который в открытую высказался, да, в стране, в которой 37-38 год происходит, в экстремистской организации. Еще Бурлов там сидит, который в этом постраше участвовал. Охренеть, тоже экстремистская организация признана. Он ездил там, участвовал в ней еще в самом начале. И ходит, как ни в чем не бывал. Ну, ты тоже агент влияния, это Бурлов. Это же очевидно. Вот так вот агенты влияния и работают. И я еще понял, знаете, одну вещь. Оказывается, ФСБ работает, как сказать, ну, то есть против бурят, допустим, будут работать буряты, против саха будут саха, против тувинцев тувинцы. Такая вот история. То есть сами русские не будут против, ну, русские агенты будут против русских работать. Вот так у них такой принцип почему-то, я не знаю. Ну, чтобы типа не обижали, что ли, вот как-то так. И видите, вот так вот потихоньку мы этих всех агентов и вскрываем. Ну, честно сказать, работает очень топорно. Но сами подумайте, сперва в экстремистской организации участвует этот Шибагоров, а потом спокойно едет в Бурятию. Что это такое вообще? Так бывает разве вообще? Ну, это, как сказать, прокол конкретный вообще. Ошибка резидента, да, или как там? Ну, у меня по этому поводу какие теории? Первое, наверное, то, что, типа, если его вскрыли, хотя он, знаете, все для этого и делал, чтобы вскрыться, да, то есть он начал топить за русский мир, начал всякие видео снимать в поддержку русского мира, ну, как сказать, все делал для того, чтобы, как сказать, хорошим стать для русских, да, для русских спецслужб. Затем, следующая какая теория у меня? Ну, то есть первое, это то, что его вскрыли, ему пришлось домой ехать. Но это, конечно, как-то, не знаю, все как-то очень топорно все выглядит. Следующая тема, возможно, то, что контрразведка корейская вычислила и, как сказать, ну, не стали задерживать, а просто выдворили. Ну, как вариант, а что, почему нет? Это же тоже странно, что человек, как сказать, в признанной экстремистской организации опубликовался, высказался, да, против войны, все там, дискредитацию схватил уже статью,
и спокойненько про русский мир топит. Ну, наверное, у корейских спецслужб тоже есть какие-то вопросы, они, наверное, сами себе задают, что это вообще такое. Вообще, если корейские спецслужбы смотрят, я был бы на их месте более внимателен ко всем этим вот русским, кто здесь в большом количестве сюда понаехали. По-любому ФСБ сюда заслали целую вообще толпу всех этих агентов. Ходят здесь и влияние агенты и так далее. Ну, надеюсь, корейские спецслужбы тоже бдят. Ну и вообще не только корейские, и в Европе, и в США. Ну, видите, смотрите, у США просто какая постанова? Они, их политика, не хотят, чтобы Рашка проиграла и распада ее, соответственно, и не хотят, чтобы Украина выиграла. Вот в чем наша проблема, понимаете? Как ни крути, самая сильная страна – это США, и они, как сказать, они почему-то, ну, наверное, у них свои какие-то расчеты есть, я не знаю почему. Но смотрите, как положительно влияет утрата позиции русского мира в этом, на Кавказе, да? То есть Армения с Азербайджаном шаги навстречу делают, лидеры встречаются. То есть вопреки тому, что типа вот начнутся войны, стоит русскому миру уйти, наоборот все происходит. То есть все начинают дружить, общаться. Ну, естественно, это и будет как бы такая вот история. И, видимо, как сказать, ну, какой-то договор, наверное, со спецслужбами все равно есть, что вот, мол, может, типа, приезжайте, но какой-то беспредел не устраивайте. Ну, я не знаю, что, но вот это вот действие, то, что Шибагоров едет домой. Есть, конечно, вот знаете, какая-то, как сказать, но в которую я не верю, конечно. Такая история, что это типа такой наивный, солнечный мальчик, да, вот это вот Саша Шибагоров, испугался, что его призовут в армию, убежал в Грузию, потом он испугался, побежал в Корею, и вдруг его ни с того ни с сего Фри Бурятия как-то о нем узнала, да, опубликовала у себя, а потом он типа испугался, что, как сказать, испугался, ну, может, кто-нибудь его там напугал, да. Ну, может быть, такая маловероятная, конечно, история, да, что вот, типа, тебя там посадят, еще что-нибудь, типа, он испугался и поехал домой. Но он, наверное, как сказать, не дурак, он, наверное, должен понимать, что дело-то уже сделано, он уже опубликовался в организации, которая признана экстремистской. Это дело-то лежит, его в любой момент могут поднять и его закатать на 20 лет или на сколько там. То есть, либо он полный идиот, если вот это вот действительно такая история, да, что он такой вот наивный, глупый мальчик, который ничего не понимает, и все, и, как сказать, не понимает, в каком мире вообще живет, что такое Рашка, и вот он типа запутался там, все такое, и потом заплакал из-за того, что совершил такие ошибки. Но дело-то, я говорю, уже сделано. Если там захотят, ну как, это вообще странно, то есть, по идее, там должны, только он приехал, его в аэропорту взять и все, и везти сразу в СИЗО, тем более там ФСБ свои СИЗО уже эти, свои тюрьмы, короче, делает. То есть это, ну как, очевидно, что агент, просто, видите, они агентов из таких, как БНД, получается, делают, и из таких вот людей, которые, ну, как сказать, ну, если на Шибагорова посмотришь, он же не сказать, что какой-то такой брутальный, да, там, не знаю, такой Джеймс Бонд, да, ну, то есть внешность такая, как сказать, как будто такой наивный, да, как это, какой-то добрый парень, простой, да, там, солнечный парень, какой-то что-то ходит, там, веселится. Какой-то женственный немного, да, как-то так. Ну, это мое субъективное мнение, да, не в обиду, конечно. Ну, вот таким образом, получается, таких молодых парней, каким-то образом они, ну, и девушек, наверное, вербуют под определенную деятельность и потом используют. Но вот это, конечно, грубый прокол, конечно, со стороны ФСБ. Я на самом деле думал, что они как-то работают более
более как-то у них там все это... Ну, то есть обычный человек, вот как я, да, не мог бы догадаться. Сейчас я посмотрю, там высохло, нет? Но, блин, здесь вот просто... Ну, это любой тупой человек поймет это, да? Что не может так быть, что чувак в экстремистской организации высказывается спокойно, да, а потом бац, и это, как ни в чем не бывало, едет домой, и все, и хоть бы хны, да? Ну, что-то как-то какая-то невероятная история, в общем, так. Ну и этот второй тоже гусь хорош, БНД. Настолько он, видимо, ценный все-таки кадр для ФСБ, что они даже взяли целый YouTube-канал, который посвящен был его разоблачению, взяли и удалили. А я тоже не догадался. Вот, блин, у меня и времени не хватает, и все-таки, видите, я не спецслужбист, не мент даже. Не хватает мне вот этих вот всяких навыков записывать там. Вот Бурлов, да, вот, кстати, где-то нахватался вот этих всех вещей. Он разговоры свои по телефону с людьми записывает, сообщения скриншотит, все это хранит. Я еще тогда поражался, думаю, нахрена ему все это нужно? Телефоны записывать, разговоры. Он потом ходит, все это распечатывает, там, это, ну, типа для суда, если что. Так что вы там поаккуратнее будьте. И на самом деле, знаете, этих всех агентов-то на самом деле тьма. Просто они сейчас и в организациях бюджетных. Я сейчас примерно представляю, кто в нашей организации был агентом. Просто тоже там интересно так было. Ну ладно, не будем озвучивать. Но это, как бы сказать, понятно. То есть это, знаете, как во времена Совка, вот были же эти все, так сказать, представители КГБ в организации. Такая же история сейчас. И я тоже, вот знаете, как-то офис снимал на, где Гвоздь, по-моему. Ну, где-то там, короче, я уж забыл адрес точный. Я помню, что там какой-то вуз еще был, ну, типа филиал какого-то вуза. Это Байкальского, что ли, какого-то такого. Ну, какой-то беспонтовый вуз, короче. Суть в том, что там охранниками работали все эти бывшие менты. И, ну, сами знаете, бывшие менты, как, в общем, и этот БНД, очень болтливые ребята. То есть, вот этот БНД, да, ну, как бы сказать, кто его вообще за язык тянул на своих пьяных стримах всю эту подноготную о себе рассказывать, да, что он там в убийствах признавался, в пытках и так далее, ну, и про свою ориентацию, вот это вот все. И, короче, они мне сказали, что они под контролем, как бы сказать, все вот эти вот посты охраны, они все под контролем ФСБ тоже находятся. Во всех вузах, школах и так далее. Я думаю, блин, я еще тогда подумал, когда вообще всеми этими вещами даже, ну, как сказать, сильно не интересовался, мне пофигу было. Просто я запомнил, думаю, нафига, думаю, ФСБ знать, все это контролирует, все эти организации и так далее, все эти посты охраны. И почему все бывшие менты там работают охранниками. Ну, видно же, что бывший, то есть мент, морда наглая, ленивый, сидит там, что-то из себя строит, как будто у себя в дежурке сидит. Как-то так. Такие вот дела. Что-то еще какие-то, как сказать, ну, грубовато так разговаривает, не свойственно, как бы, охранникам. Как-то так. Такие вот дела. Ладно, почитай немножко эти. Прогнать этого варвара будет делом трудным, особенно после того, как тот вкусил блага мародерства и добрался до ваших ресурсов. Ну да. Кто еще может быть агентом влияния? Ну, я думаю, на самом деле большое количество. Потому что, смотрите, ФСБ разыгрывает такую карту. Смотрите, вообще, они вообще самая главная сила, которая есть в Рашке. То есть они выше всего, Госдумы, там, судов, всего. Они только вот бывшему директору ФСБ, да, подчиняются. То есть эту войну, по сути, 3 же этих Бортников, кто там еще-то,
Ну, 3 директора ФСБ развязали, да, два бывших, один нынешний. Ну, есть такая теория, я не знаю, верить в нее или нет, что как бы сказать, весь замысел состоит в том, что, как они в 17-18 году хотели же мировую революцию совершить, то есть типа весь мир захватить. Типа вот они до сих пор хотят реализовать этот план. Ну, с одной стороны, как сказать, звучит как будто бы логично, иначе зачем вообще все это, да? Ну, либо другой вариант, который, мне кажется, более тоже вероятный. Совершив столько преступлений, они же боятся, что при смене власти начнутся возбуждение уголовных дел, начнут их преследовать, семью и так далее. Ну, тем более они знают, в какой они системе работали, какую создали систему, что эта система их сожрет. Видимо, у них уже нету никакого, ну как это же сама же сказала Симоньян или Скобеева, что они там взад уже не могут дать, если они дадут взад, что-то такое, короче. Короче, у них только полный вперед остался. Такая вот история. Ну и судя по тому, что вот эта вот история с Шибагоровым произошла, ну это, честно говоря, грубая, конечно, грубая прямо ошибка прямо. Наверное, все-таки связано с тем, что лишили, наверное, депортировали, скорее всего, Шибагорова отсюда. Но я не понимаю, почему его нельзя было в Европу отправить, почему в Бурятию. Либо еще какой у меня вариант, что скоро Рашка закрывает свои границы, и таким образом нужные агенты должны вернуться домой, чтобы проводить работу там. А учитывая то, что у нас народ такой, как сказать, ну смотрите, вот чувак, как сказать, типа оскорбил народ, да, весь типа российский народ, дискредитировал армию. Ну, в риторике же так звучит, вот, что вот дискредитировал армию, весь народ обиделся, да, хотя на самом деле этот народ вообще завтра скажут, все, никакой дискредитации нет, начнут сами же все это рассказывать про свои преступления, и они все будут, да. Ну, то есть это, к сожалению, бурятский народ, как и другие народы, они сейчас еще не субъектны, все-таки до сих пор объекты являются, то есть их никто не спрашивает вообще, что они там думают и так далее. То есть это, как сказать, как это, ну, когда надо что-нибудь поддохнуть, да, вот такое вот, да, типа, никто их не спрашивает мнение, вообще не учитывает. Хотя, по большому счету, они же должны были возмутиться, как так, вот этот вот чувак, типа, пошел против нас, против войны, против, типа, борьбы, да, священной, ну, по их мнению. И сейчас он спокойно возвращается, и ни хрена нету, никакого преследования. Ну, хотя бы он извинения, как минимум, должен был записать на камеру, поехать куда-нибудь там с Гармаевым, да, встретиться куда-нибудь на передовую или еще, ну, что-то такое сделать, да, там, что-то так, ну, что в духе вот этого всего там, но что-то этого не происходит, это вообще странная ситуация. И смотрите, как он теперь после того, что вернулся домой, и с ним ничего не случилось, и как он теперь, он же дискредитировал-то по большому счету и Фри-Бурятию тоже. То есть смотрите, вот чувак выступает там, потом ни с кем, видимо, не согласовав, а может и согласовав, спокойненько себе едет в Бурятию, ничего там с ними не происходит. И тогда, смотрите, раз у меня такие вопросы к Фри-Бурятии, да, что получается это вот рассадник такой агентов, ну, наверное, у спецслужб других стран, в Европы, США, у Южной Кореи, наверное, тоже вопросы возникают. А как так? Вот вы чувака опубликовали у себя, не убираете, ничего о нем не высказались, и он, как сказать, спокойно в Бурятию едет, значит, ему никакая не угрожает, как сказать, ответственность, ничего там с ним не будет, не посадит его, ничего, он спокойно ходит там на Сурхарбан. А вы вообще кто тогда, что за организация такая? Понимаете, здесь столько много вопросов. То есть как он может выехать, да, теперь сюда же, и охренеть, если он еще вернется в Южную Корею и его запустят. Ну, я думаю, уже это не прокатит, конечно. Ну, или, может быть, и запустит, но как он пойдет на интервью, как сказать, защищать свой кейс, ему скажут, погоди, а ты же спокойно ездишь в Бурятию, спокойно спокойно снимаешь там видосы, никто тебя там не трогает. Зачем тебе политическое убежище? Езжай в Бурятию, все нормально, с тобой ничего не будет, ты же уже ездил.
Ну, я не знаю, короче, это вообще что-то из разряда вообще невозможного происходит. Или что, у нас Бурятия уже все, самостоятельно, независимая стала? То есть у нас, как сказать, законы Рашки уже не действуют? Ну, хорошо бы так, конечно. И про Байкал еще хотел сказать. Смотрите, вот эти два события я хотел связать. Ну, сами видели, да, Цыденова нашего под жопу пнули, Фетисов его пнул. Ну, конечно, он опозорил бурят, то, что есть, по нему так прошлись. Опять же, смотрите, мне еще не понравилось то, что Цыденов там прикрывается бурятским народом, типа, вот там, я передам жителям Бурятии. Да пошел ты в жопу, никто тебя там не поддерживает, не надо прикрываться бурятским народом. От себя лично и от своих хозяев говори. Ну и вот, если говорить о хозяевах, то, как сказать, вот этот Старовойт, да, которого недавно отправили на тот свет. Это же получается, ну как, везде такая информация, что был человеком Ковальчуков. Я просто о чем хочу сказать. Смотрите, на вот этой вот встрече с Фетисовым Цыденов очень сильно, получается, лоббировал именно этот закон о сплошных рубках. И, ну, зачем ему это надо вообще? Какому-то Цыденову вот это вот лоббировать? Явно кто-то за ним стоит. Ну, то есть он чья-то шестерка. Так же, как имеется в виду, как Старовойт. Самое главное, чтобы он тоже задумался, Цыденов, глядя на этого Старовойта, да? Есть вероятность, что многие эти шестерки могут так закончить, как Старовойт. Ну, они, наверное, думают тоже об этом. Но вид у него пока что-то такой бодренький. Видимо, сильно не думает об этом. Ну, в общем, кто-то из влиятельных людей лоббирует этот закон, чтобы, видимо, там какие-то элитные, как там, коттеджи построить, гостиницы, непонятно что, короче. Но нам-то эта вся история нахрен не нужна, на самом деле, бурятскому народу. Да и не только, вообще всему миру. И китайцам тоже это не надо, потому что, ну, вряд ли китайцы хотят, они же не русские все-таки, не хотят оказаться теми людьми, которые угробили Байкал, достояние всего мира, да, как-то так. Поэтому до марта время есть, поэтому будем устраивать различные мероприятия, стримы и так далее, постоянно обсуждать эту информацию, выуживать, узнать бы, чьи интересы представляет Цыденов, зачем он там бегает. Еще этот падла там бегал в очках, как его, как депутат Госдумы, это давным-давно свалил от нас. Как его... фамилию забыл. Бурят наш тоже. Такой маленький, в очках. Ну, вы поняли, я думаю. Там что-то Дамдинов был, вот помню. И этот... Как же его зовут? Блин. Так. Свободная Калмыкия. Как же его зовут-то, блин? Наш бурят, короче, там в Госдуме сидит. Вот они с Цыденовым там бегали, все. Николай Будуев. Будуев, по-моему, да? Николай Будуев. С Будуевым, короче, чьи-то интересы представляли. Ну, что делать? В интересах бурятского народа явно нет уничтожения Байкала и вообще вырубки лесов наших. Этих манкуртов мы все равно рано или поздно прогоним всех поганой метлой. Ну, как прогоним-то? Сажать их надо на 25 лет минимум. И куда-нибудь на каменоломню или еще куда-нибудь. Ну, на лесоповал не будем, потому что у нас лес это, наоборот, восстанавливать надо. Какой там. Хотя зимой можно было бы в самый мороз куда-нибудь отправить, когда минус 40 будет, чтобы поработали маленько. То всю жизнь не работали, сидели в креслах. Под старость лет надо их все равно маленько, чтобы, ну, как сказать, кровь разогнать. Как-то так. В пиджаках, прямо в костюмах отправить туда работать. Пускай. Тогда точно будет Шабагоров кто такой. Ну, на мой взгляд, это либо идиот,
который, как сказать, зачем-то, ну, вряд ли, ну, если бы человек просто хотел загаситься, да, вряд ли бы он во Free Бурятии стал публиковаться. Это серьезный шаг все-таки в организации, которая потом признана была экстремистской, и потом который свалил. Ну, он что, совсем идиот, что ли? Ну, другой вариант, что, ну, либо полный идиот, действительно, который вообще не понимает, что там происходит. То есть его в любой момент могут посадить на 20 лет и все, и закатать. И кончится вся его история. Он уже у них в руках, он все уже на территории Рашки находится. Чувак берет, уезжает из Рашки, публикуется в экстремистской организации и спокойно себе возвращается. Он, получается, все эти организации, Free Бурятию, Free Russia, он же дискредитировал тоже, дискредитировал все, дискредитировал Рашкинскую армию, дискредитировал Free Бурятию. Надо ему премию дать, дискредитант года, короче. Вот реально всех дискредитировал. Теперь, как сказать, какое реноме будет у Free Бурятии? Они скажут, ну смотрите, чувак у вас публикуется, да, и потом едет спокойно в Рашку. Что это такое вообще происходит? Ну, хотя они могут, наверное, сказать, да мы делов не знаем, вон, опубликовали какого-то хрена, а он взял и свалил. Агент был, типа. Но, мне кажется, в спецслужбах, наверное, не такие дураки сидят тоже любой страны. Кармажапова тоже странно, не потому ли на подкормлении рашиста Ходора я ей дружбу подавал лет 10 назад, но она ни в какую, она не независимость, только за автономию, как при СССР. Ну, Кармажапова, говорят, на нее какой-то компромат просто есть. Ну и плюс она, видимо, родственница Арно еще, что-то такое. В общем. Короче, в основном в инфопространстве все агенты влияния, в общем, так скажу. Остальные, наверное, очкуют, или просто их никто не смотрит. Как-то так. Но наша-то задача что? Чтобы такого не происходило, чтобы нашим народом никто не помыкал, чтобы таких вот больше цирковых представлений не было. Надо, чтобы наш народ стал субъектным, чтобы, как сказать, ну, обрели независимость. И, ну, чтобы больше этого цирка не было. Мы сами должны жить, сами независимы, сами решать, что вообще делать. Ну, конечно, я согласен, то, что все мировые природоохранные организации, Greenpeace и так далее, должны присутствовать, охранять Байкал, потому что это не только наша бурятская, ну, наша в первую очередь, но вообще это весь мир. Я согласен в том, что нормальные, культурные, ну, опять же, все это приглядывать надо. Туристы должны приезжать на Байкал, смотреть, восхищаться и так далее, наполняться энергией. Но мы, конечно, в первую очередь должны охранять его, защищать, сберегать и так далее, потому что это наше достояние. Как-то так. И, конечно, все международные организации там тоже должны присутствовать, мониторить, контролить и так далее. ЮНЕСКО, все это вот. Но то, что сейчас происходит, знаете, я, понимаете, хочу привлечь, ну, сейчас буду стараться привлекать разные вообще аудитории. К сожалению, наши буряты сейчас пока не в состоянии сами себя-то спасти. И Байкал тоже, видимо, ну, в каком-то анабиозе находится. На самом деле, вот то, что я делаю, да, ну это же какие-то вообще простые вещи. Просто-напросто. Какие-то простые истины говорю. Но это, не знаю, как сказать, неужели остальные не понимают, что это вот, что это очень все простые вещи, что Байкал не надо уничтожать, что на какую-то захватническую войну не надо идти, что наш народ геноцидит, убивает, и нам надо обрести независимость. Ну это же простые вещи вообще. Но, видите, такая ситуация создана, что как-то люди массово поглупели, что ли, не знаю, достоинство потеряли. Печальная ситуация, печальная история. Ну а что делать? Что надо работать, надо делать.
вычислять этих агентов влияния. Как минимум двоих спалили точно. Уладаев тоже, который спокойно туда-сюда гоняет. Тоже участвовал со всеми этими террористами, экстремистами в стримах и спокойно в Бурятию гоняет туда-сюда. Ну, это тоже, как сказать, что это вообще, какая-то херня вообще происходит. Ай, блин, ну, видимо, мы переоцениваем ФСБ в плане того, что как-то они сильно заморачиваются со своими агентами. Но, с другой стороны, помните, который шпилями в Солсбери или где, как их, два этих типа-то были, которые этих травили. Опять фамилии забываю, семью травили. Ну, их же тоже спалили достаточно легко. Которые типа два гея, как будто бы поехали шпили смотреть в Англию. Ну, их спалили. Ну, тоже достаточно топорно работали. То есть, это в фильмах нам внушают вот такие вот секретные агенты, что-то такое, да. Ну, а в реальности это все видите, вот как происходит. Как-то так. Любая форма автономии федерации – это разновидности клетки из железа, дерева или ямы на земле. Да, согласен. Закамна, привет из Москвы, земляки, свободу Бурятии, Путин капут. Что там всякие эти потяры? Сколько тебе платит Ми-5, говорит. Что за Ми-5? Буряты, боритесь за свою свободу. Надо их на принудительные работы отправлять, их имущество национализировать. Ну, в принципе, согласен. Это из серии на авось подобно тем, кто на СВО записывается. Ну да, привет из Пусана, СМБН. Может ли Уладаев рассказывать монголам про ситуацию с Байкалом? Ну, если разнарядка придет из ФСБ вдруг, перехватить, как бы сказать, инициативу. Ну, видимо, смотрите, там какой-то серьезный заказчик, раз сам Цыденов там бегает. Поэтому, ну, пока вряд ли. Ну, посмотрим, что будет. Я почему все это веду-то, видите. Надо же им тоже не давать дремать, чтобы они понимали, что так просто им это не удастся, и будем бороться. Если они не хотят второго Куштау, не хотят таких вот ситуаций, то им надо им сделать выводы, потому что, в конце концов, наши буряты могут и очнуться, и присоединиться к нам. Понимаете, тема Байкала, это же, ну, как сказать, не антивоенная тема, ну, не такая как бы страшная, да. Могут присоединиться и ватники, и кто как бы за Рашку, ну, типа они за Рашку, но и за Байкал тоже, как-то так. Поэтому одумайтесь, ну, как сказать, вы вряд ли не одумаетесь, короче, их только страх, короче, не надо вам трогать Байкал, одним словом, иначе Байкал вас накажет. Как-то так. Кармическое это придет, я думаю, не в следующей жизни, а уже в этой. Кто не хочет закончить как Старовойт или еще кто-то, лучше думайте заранее об этом всем. ФСБ сейчас запустил в разные страны своих агентов. В большом количестве идет разработка стран СНГ, Монголии, Молдов, в том числе Кореи, Китай. Из Азербайджана их выявляют, прогоняют. Правильно? Так. Ми-6, разведка Британии. Приятно видеть, что ваш народ выходит из спячки. Байрла. Так. За Худут. Мне, короче, все уже, мои вещички постирались. Я еще раз хочу вам мне что-то, этот зеленый фон. Ладно, Худут, Байрла. Надеюсь, это, короче, важная тема. Если мало людей посмотрит, я еще раз повторю, то есть этих всех агентов все равно надо выявлять, чтобы они не гадили, не это. Ну и это очень важно на самом деле. Почему, смотрите, украинцы же не зря все-таки Латынину, Арестовича, всех санкции против них вводят. А у нас, к сожалению, видите, санкции некому вводить, ну, потому что как бы мы еще не свободны. Вот как-то так. Когда освободимся, тогда, конечно, всех этих, закрывать их всех будем, всех этих агентов влияния, кто на ФСБ работает. Как-то так. За русский мир — это культура зависти, зависть Западу, зависть к успешным. Ну да. ФСБ по сравнению с КГБ просто дети. Ну да. Какая там культура в русских.
Да, агенты в этом чате тоже сидят и пишут. Ну, конечно, что им делать? Они очень внимательно, кстати, смотрят. Потом используют даже, как сказать, знаете, я у некоторых заметил, используют некоторые мои главные, как бы сказать, оценивают, как сказать, как я говорю, даже интонацию, какие-то словечки мои, вот как-то так. Интересно, конечно, наблюдать все это. Я даже иногда сейчас задумываюсь, я в начале очень много высказывался же о независимости Бурятии, там предложения. Они, видите, сидят все-таки там, все это записывают, думают об этом, как сказать, как все это не допустить этого. Вот видите, ну поздно, к сожалению, доходит понимание, что такое вообще ФСБ, ее методы и так далее. Вот как-то так. Ну ладно, занахудут Байрлан, мне уже все. Грты я хахырыкты. Занахудут Байрлан, комментарии бышкты, слава Украине. Комментарии бышкты, лайки ты, подписка ты, зенухудут, нахинул за трабайер, ты. Такую, Айрла.